Очень часто можно услышать здесь замки, как посетители, ну обычно это родители с детьми, ходят по этим залам, по этим лестницам и рассказывают своим детям: посмотри, вот здесь жили когда-то короли и принцессы, а принцесса наверняка сидела, конечно, в высокой башне, ждала своего принца. Так вот, я, наверное, вас разочарую, но никогда здесь не жили ни короли, ни принцессы. Ну, конечно же, некоторые короли здесь вполне могли бывать. Вот, например, один из них, Карл XII, шведский король. Он здесь вполне мог появиться в конце 17 века, когда Нарва, естественно, была шведским городом. И вот это, кстати, тоже он, тот самый шведский король Карл XII. Здесь мог появиться, конечно, и наверняка появлялся Петр I, русский царь. Русский император, вот его портрет как раз в углу, но он уже мог появиться несколько позднее, после взятия Нарвы в 1704 году. А жить нет, они здесь, увы, не жили. А кто же жил тогда в замке? Все очень просто. Жили в основном военные. Сначала это были рыцари-крестоносцы, и датчане, и ливонцы. Затем здесь уже после ливонского времени здесь всегда стоял военный гарнизон. Военный гарнизон здесь находился и во времена шведов, и во времена Российской империи. Военный гарнизон здесь был и во время Первой Эстонской республики, ну и, конечно же, во время Второй мировой войны замок это тоже использовался именно военными. Ну а если уж говорить о королях, то я могу вам рассказать одну интересную легенду, связанную именно с королевскими особами. Итак, легенда о королях. Говорят, что много лет назад, лет так 500, может быть, назад, шведский король и русский царь, то есть его ближайший сосед, были не только не врагами, но даже хорошими друзьями и частенько ходили друг к другу в гости. И вот однажды пришел русский царь вот сюда, в Нарвский замок, и пили они, ели со своим другом, и в какой-то момент русский царь спрашивает его: послушай, дружище, не мог бы ты мне продать хоть маленький кусочек своей земли? Вон он, их у тебя сколько? Шведский король сначала задумался, потом спрашивает: а много ли ты хочешь? Но русский-то царь тоже был хитер, и он сказал: нет, много не хочу. Продай мне только маленький кусочек земли, такой, что поместится под шкуру лошадиную. Засмеялся тогда шведский король, конечно, и сказал: да бери, не жалко. Ну а русский царь, вернувшись домой, первым делом, естественно, велел разрезать лошадиную шкуру на тонкие ремешки, обнести эти ремешками огромную территорию напротив Нарвского замка. И говорят, что как раз на этом месте была построена Ивангородская крепость. Но, честно говоря, есть тут несостыковочка, потому что Ивангородская крепость была построена в конце 15 века, это факт известный, а шведы здесь появились гораздо позже, то есть шведский король мог сюда приехать, ну, лет так на 100 позже. Поэтому не выдерживает эта легенда проверок.